Что, Витя в сапогах? Да. Витя, дай это спасательный жилет. Так, жилеты. Давайте жилеты. Потом ее. Вот это такая холодная. Так, тут тоже 4. И все, мы последние. Что ты залезаешь-то надо? Ладно. Так, что, навигатор включаю по новой. Поехали, начало. Отсюда лучше замерить, а то там меня спрятало дождя и выключилось. Он не толкнет немного потом это. Не сломай. Сядь, садись. Груженные поехали 16. Раз, два, три, четыре, пять, 6 человек. Мотора немножко не хватает, но 16 километров в час едем. Проехали почти километр. 150 метров. И вот самый интересный момент. Вот слева мы видим село Усть-Илыч. А здесь вот мы видим соединение двух рек Печоры и Илыча. Справа от нас река в Печора впадает. Как мы видим, она вообще маловодная здесь. А слева Илыч. Вот. Это Печора, это Илыч. По сравнению с Печорой, Илыч намного полноводнее, раза в 3, наверное, шире и глубже. Но река называется после соединения с Печорой, потому что до соединения с Верховьей по километражу она подлиннее будет, чем Илыч. А так бы да, если бы Илыч был подлиннее по расстоянию, эта река бы дальше называлась, наверное, Илыч, а так это Печора. Все, Печора остается позади справа. Теперь мы уже едем по реке Илыч. Это село Усть-Илыч называется. Караван лодок у нас уже оторвался вперед. Раз, два, три. 3 лодки вижу, еще дальше уже нет. 17 километров в час. Намного. Загрузились, грубо говоря, 100, 200, 300, где-то 400 килограмм плюс. Сбавили 4 километра в час скорость. Нормально? Нормально. Мне пора
порадовал расход, то на 70 километров всего 10 литров. Тоже считаю нормально. Так, выгрузили в Устилыче двоих. Дальше поедем четвером. До Антона, да? Или до Еремея поедем четвером уже, да? Поехали дальше. Дай-ка шест. Камней нагребла на лыжу. Вин задевает. А все вроде. Не кидай, в воду упадет. Я попала в воду. Что, вам и там оставаться? Ну пока да. Да что такое? Поехали. 17 километров в час. Расстояние 2 километра, 2200. Едем 18 километров в час. Нагрузка примерно 600 килограмм. С топливом, с людьми, с грузами. Километров в час, я так думаю, это нормально. Вот, линия электропередач. Там поселок Полью, 8 километров от Устилыча. И все. Впереди только река. Едем до деревни Антон, там перекур. Там все лодки останавливаются, чаепитие. Такое. Немножко отдохнем и поедем дальше. Но мы это все сами увидите. Километров от Устиловской переправы. Поселок Полью. Раньше тоже здесь школа была, все. Сейчас народу уже мало.
что ли? О. Вообще не боятся. Вообще не боятся. Крякаши здоровенные. Подпустили на 30 метров, охренеть. Убежал курьер. Курьер улетел. Во-во-во. Сейчас опять сядут. 5-6. О. Опять сели. Дразнятся. Дразнятся, но... Обогнали как стоячих. Как стоячих! Водомет. Ну, я представляю зато, сколько расход топлива там. Тем более, вроде бы как двухтактник идет. Выхлоп с маслом. Он сожрет в 5 раз больше бензина. Проехали от переправы 16700. Едем уже час 15. Час 05. В среднем 16 км в час едем, получается. Похолодало, начал моросить дождь опять. Ну, ничего страшного. Все ближе и ближе подъезжаем уже. Березка уже пожелтела. Вот через 3 дня будем спускаться, она еще желтизны больше будет, прибавиться по-любому. Техника, я понимаю. Этой технике точно никакие мели не страшны. Она хоть по траве поедет. Вся река одни перекаты. Скорость падает вон до 16. Самый максимальный 19 км в час было на ямах, где
где течение слабое. Сплошной перекат на реке. Сейчас проползли на лыжи. Нет, может быть, кто-то, если знает фарватер, он ездит, не забивает. Сзади едет лодка, скорее всего, это местные. Попробуем потом удержаться за ними. Хоть дорогу будут показывать. А так уже раза 3 где-то, наверное, на лыжи пропахали. 17 километров в час едем. Проехали от переправы 24 километра. За 1,5 часа. Ну, с этой небольшой остановкой. Опять вырюхались. На перекат проползли на лыжи. А та лодка, за которой я планировал ехать, почему-то, мне кажется, она едет за мной. Не знаю, как она здесь проедет. Если с лыжей, то проедет. Он за мной идет. Я думал, она догонит, обгонит, и я за ней пойду, но... Посмотрим. Моросящий дождь. Потихоньку начали намокать уже. Проехали 29 километров от переправы. Грубо говоря, 30 километров от переправы, и там 70. 100 километров я сегодня уже еду. Да, погодка подводит, конечно. Красота. Очень все сильнее и сильнее. О, избушка. Вот там вот. Опять перекат. Как-то вот так вот скачем по перекатам. Так, у нас опять впереди перекат. А куда метать ему на... Да я знаю, что туда. Камня. А? Вот этого камня идет. Вот берега, вот этого. Это на перекат есть полностью порог. Порог, да. Порог полностью. Вот тут нельзя будет перейти. Когда вода большая, вот такие волны. Местный житель нас обогнал.
с надгробными плитами. Обгонять его не будем. Поедем за ним спокойно. Теперь-то мы дорогу знаем. 33 километра с половиной. 33 600 проехали после переправы. Дорога от берега до берега, небольшой проезд есть и все. Можно пешком перейти. Километров проехали, и у нас впереди еще один порог. 37,5 километров. Вот такой вот порог, бурлящий с берега до берега. Сейчас будем пробовать его пройти. Скалистые породы уже пошли. Будем пробовать. Двойной порог. Попробуем вот по этой струе попасть. Главное на этих порогах, главное, чтобы мотор не заглох, потому что если лодка пойдет задом или боком, это все, это буль-буляглы. Ладненько. Третий. А этот где впереди, я хрен его знает. Это, наверное, надо было слева, ну ладно, попробуем тоже справа.
поехали дальше. Вот еще скалистая порода. Это место называется Измырт. С Иваном Григорьевичем сюда весной приезжали на последний лед. Как он утверждал, что здесь водятся налимы. Ставили жерлицы, проверили. 3 сработки было, но ничего не поймали. Вот здесь избушечка есть, старая, уже большая. Переночевали в ней. Съездили на устье Кокеля. Сейчас скоро будет. И обратно. Поймали что-то там 4 хорюска, что ли, только на Печоре. Ну, в принципе, до деревни Антон осталось совсем уже немного. 39 километров проехали. Вот такие вот красивые места. Вот здесь изба. Еще один порог. Тоже от берега до берега. Так, что, где? Может, попробуем вот здесь вот проехать. Вроде проскочили. 42 километра проехали мы от Устилочской переправы. И скоро, я так думаю, должна уж появиться деревня Антон. Я вот предполагаю, что за этим поворотом уже где-то она рядом, мне помнится. С левой стороны будет по правому берегу устье реки Когель. Да, вот он Когель, речка Когель, устье. А напротив Антон. Приехали. Сейчас справа будет деревня Антон. Получается 43 километра от Устилочской переправы до деревни Антон. Пока доедем, будет 43, наверное. Вот она здесь, деревня Антон. Сейчас мы туда подъедем. А прямо по курсу устье реки Когель.
43 километра ровно. Вот весь наш флот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Моя 10-я лодка. А тут, наверное, что-то еще и... Антон, давай быстрей, 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 быстрей! Народ уже пообедал. Так. Ну вот, мы опять в хвосте будем. Пока мы чаевничаем, тут вот такой вот чугунок. Без чая нас сказали, дальше не пропустят пока. Как называется? Пол, пол котла, говорит, пока не выпьете, дальше не поедете никуда. Держите. Давайте. Не знаю, правда, там с чем, но это паштет, по-моему. Так, все, по-моему. А, вот сыр. Да, сыр, огурец. Нет, Приятного аппетита. склеились. Так, если я два возьму. Ну, я понюхала. Ну, комментарий излишен, я так думаю. Все и так понятно. Была большая деревня, осталось несколько домиков. Деревня Антон. Ну, вот спасибо этому дому. Накормили, перекусили, отдохнули. Ну, теперь поехали дальше. Опять в хвосте будем плестись. А где наши Рома с Полиной? Сейчас подойду. Подойдут. Все, пойду пока бензин заправлю. Все, до свидания. До свидания. Поехали дальше. Поехали дальше. Нос выверни. Нос выверни. А то задом упрусь куда-нибудь лыжей. С той стороны, с той стороны. А с той стороны не пробовал толкаться? О. Или мы не ищем легких путей, да? Так, что у нас тут? 43 километра от Устиловской переправы. Опять на лыжи камни, что ли, вылетели. На лыжу камни заходят и потом винтом бьет их, блин. — 43 километра. Там сказали еще где-то 30 с чем-то. Ну, меньше осталось. Когель, тоже рыбная река. До свидания, деревня Антон. Камни торчат, река вся мелкая. С Иваном Григорьевичем мы весной вот до сюда приезжали. Прилетали на аэролодке. Но не видели ни одной поклевки. Так, а куда же мне ехать?
где раньше была деревня Максим. Вот Антон, Максим, Габа. Вот. Братья, по именам братьям назвали здесь все деревни по этой реке. набрали 20 километров в час. Наконец-то появился на горизонте поселок Приуральский. А это значит, скоро будет уже и Еремеево. Если ветра не будет или попутный ветер по течению, обратный путь будет как минимум на час быстрее. Поселок Приуральский, тоже поселок лесозаготовителей. Но тут еще много народу. Работы нет, но народ есть. Красный флаг. Приуральский еще СССР.
поселок. До Приуральска можно доехать на машине, только дорога убитая в хлам. Примерно по времени выйдет столько же, сколько и на лодке. По болотам. Хозяйка называется дорога. По болотам, лежневкам, все такое. Километра до Приуральска. И тут осталось у нас километров 6, наверное, не больше. Так что скоро будем на месте. Поскакали немножко по перекату. Ну вот и на горизонте появился Еремей, село Еремеево, где, в принципе, и будет проходить этот праздник охотника. Что у нас по спидометру? 81 километр. Это с Устилочской переправы плюс 43 до Покчи. Это получается 124 километра я сегодня преодолел на Уралочке по реке с раннего утра. Сейчас дорога заняла 5 часов 15 минут. И там, я не помню, часа 3, наверное, около 8 часов. Бензину спалил чуть больше 20 литров, наверное. Сейчас заправлю, будет видно. О, судно на воздушной подушке. Все, друзья, вот и доехали. Получилось у нас речное путешествие. Ну вот и доехали. Так, выключаем. Сейчас посмотрим, что у нас стало. Вот такой вот путь получился у нас от Устилочской переправы до Еремеева.